Учитывая то, что у нас официального нет документа до сих пор, за что мы лишены российского гражданства, то мы уже предполагаем, что за нашу внутреннюю политическую деятельность. В чем заключалась наша внутренняя политическая деятельность Ливана, Мика и меня лично в данный момент, почему я именно за нас говорю, потому что это нас касалось. Потому что, еще раз повторяюсь, мы были против этого соглашения, которое мы также говорили, что здесь не учитываются интересы Абхазии, абхазского народа и абхазского бизнеса. То есть вся наша борьба заключалась именно в рамках интересов Абхазии, абхазского народа и абхазского бизнеса. Тогда вопрос, если мы не имеем официального документа, если мы знаем, что за нашу деятельность политическую внутри, где мы защищали интересы страны, и приезжая, нами всеми уважаемый Кириенко, говорит, что в дальнейшем любые соглашения должны быть через призму абхазского интереса, абхазского народа, бизнеса и страны, и в целом интересы Абхазии должны быть заложены, тогда в чем противоречие между Кириенко, что сказал, и то, чем занимались мы? Тогда в чем нас обвиняют те, кто это совершил деяние? Те, кто сделал, понятно, а кто так преподнес? Мы же знаем, что это та же команда, которая сегодня бегает по пятам с Бадрой Гумба. Тогда вопрос следующий. Бадра Гумба в случае избрания президентом, он собирается этих людей сажать, которые были, получается, все это время антиабхазскими, антинародными законодательствами занимались, соглашениями. Это же очевидно теперь. Это министр экономики, это президент, бывший президент страны и так далее. Там много еще, пару человек можно назвать. Я Бадру Гумба уже давно знаю, близко, как давно, года 4 как минимум, как он стал вице-президентом. Мы на самом деле часто встречались по работе. Я, как человек, к нему очень хорошо отношусь, потому что пару вопросов, вопросы государственности, когда касалось, он как-то проявлял, какое-то такое, как вам сказать, можно сказать, позицию, какую-никакую, но позицию проявлял. Так что случилось с Бадрой Гумба буквально неделю назад, когда 4 кандидата, проводили пресс-конференцию. Это вообще невнятный ответ на поставленный Анжелой Кучубери. Он отсылку сделал на Валеру Бгамба, причем Валера Бгамба, нам нужно было его комментарий по этому, так как он идет президент, и не Валера Бгамба. С Ливаном мы так поняли, что если он станет президентом, то есть он ничего плохого в этом не видит. Потому что все 3 кандидата осудили, то есть они как сказали, мы не знаем, есть официальный документ или нет, но если официальный документ такого рода будет, то это неприемлемо, это неправильно, это надо вопросы решать с нашими партнерами. Более того, здесь уже Ливан сказал, там больше продвинулся Дгурадзе, где он сказал, что это ошибка, ее надо исправлять. То есть я так понял, что если он станет президентом, он это уже выговорил. И также выговорились Яршба и Барцис. Но, к сожалению, Бадра Гумба вообще ответил не то, что нужно было услышать абхазскому народу, не нам двоим, народу в целом Абхазии. Потому что Конституция Абхазии говорит следующее. Гражданин Абхазии, имеющий иное еще гражданство, первым долгом рассматривается как гражданин Абхазии. И где бы он ни находился, в какой бы стране он ни находился, государство обязано защищать его интерес. Вот именно так говорит статья. Может быть, Бадре Гумба надо почитать эту статью, и некоторым с администрации президента, министру иностранных дел и так далее, и так далее. Наверное, надо им освежить иногда, читать Конституцию. То есть сегодня еще раз мы убеждаемся, что так называемая прошлая власть
которую мы как будто бы сместили, но оказалось, что никого мы не сместили. Все они находятся на местах. У них такое же мнение, как тот же недружественный шаг дружественной страны. Я так это услышал, я так это понял. Понимаете, в России тоже люди, им приносят бумаги некоторые, доклады, доносы. Мы же все это уже проходили, мы об этом говорили. Там тоже делают выводы из того, что им приносят, отсылают бумаги, все остальное. Это вся работа наших чиновников прошлой власти. Мы это тоже знаем. К сожалению, я к Бадри Гумбу, еще раз говорю, хорошо отношусь, но я был очень сильно разочарован его ответом. Я думал, все-таки он скажет, он поставит некую оценку всем этим делам и скажет, что если он будет президентом, он будет стараться не допускать такого рода, значит, ситуации. Но, однако мы этого не услышали. Ну, есть время, еще до выборов, осталось, я не знаю, сколько времени, наверняка он может свою все-таки позицию высказать. Правильно ли, Иван? Может быть, ему там не получилось, мало ли, человек, может, не готов был, еще что-то. Мы все-таки ждем от него объяснений, как кандидата в президенты, если он станет президентом, что он собирается по этим вопросам, какие решения принимать.